Утро 7 апреля 2018. Только что встает вот солнце. Иду по Буранице. Здесь моя Бураница идет на речку переход. Там вчерашние следы. Здесь проехал Буран Ямаха Викинг. Это сосед. Здесь тоже по Буранице переходит и вообще на другую сторону уже ездит на рыбалку. Видите, какой хруст. Это можно считать наст, но чуть в сторону отойдешь, и наст человека не держит. Ну, вес человек, сколько там я, 80 килограмм, и уже не держит. Уже немножко начало таять, вон как. Видно, что тает снег. Здесь тоже быстро открывается в этом месте. Короче, идем мы сегодня на рыбалку очередной раз. Снег со льда тает потихоньку. Мало уже осталось. Половина снега уже ушла, но иду на рыбалку на то же самое место, где более лучше клюет. И вот по льду уже вообще классно ходить. Иду пешком сегодня. На Буране уже не стал ездить, ехать. Решил пешком идти, потому что не знаю, до скольки я буду рыбачить. И если, скажем, я до 12 часов дня буду рыбачить, днем уже обратно ехать будет очень тяжело. В деревне село наше просыпается, собаки кругом лают. Сегодня праздничный день, суббота, 7 апреля, но и праздничные дни работать, можно сказать, нельзя. Вот и я решил тоже порыбачить. Сорока уже летает. Идем на утреннюю зорьку. Сейчас 5 часов 0,4 минуты показывает для камеры. Все, идем. Вот наша Бураница свернула налево, и Викинг приехал оттуда. Но я знаю, куда он ездил. Вот его следы. Это днем. Видно, к вечеру он приехал, вот как проваливается. Это по готовой лыжне уже, считай, по Буранице. А скажем, если после 11 уже вообще невозможно ехать. Уже Буран уже все набивает. Буран набивает, невозможно ехать. Это сейчас по Насту еще по своей Буранице можно ехать, ездить. Вот он тоже как быстро стоят. И вот я иду, вообще не проваливаюсь. Такой хороший наст, но по Буранице. Хотел по речке подняться, но думаю, попробую, как там моя Бураница держит, не держит. Все, идем. Собак не взял, хотел Айду взять, но вот слышно, как шумит под ногами, и тоже под лапами она там бегает туда-сюда. Думаю, не буду брать, и так решил. Тулан еще мелковатый, чуть-чуть мелковатый, подожду еще месяц, чтобы походу так. Так-то он шустро уже тоже бегает возле меня и впереди меня. Ну, подождем. Сейчас пускай еще подрастет, и уже все походы у него будут. Со мной тоже вместе буду брать. Как ярко светит солнце. Завтра Пасха. Было тоже одна весна, весенняя охота и Пасху. Там тоже снимал пасхальное солнце, или я не знаю, что там. Бывало и такое. А сейчас это много рано, Пасха, праздник. Иду, как обычно. Ничего лишнего я не взял. Ледобур, ящик, палатку на всякий пожарный.
если вдруг ветер поднимется. Палатку тоже взял. Ну, не знаю, сколько килограмм на мне сейчас. Штатив еще там. Железный, мой металлический, самодельный. Самое тяжелое это ледобур. Он старого выпуска еще. Фиг знает, куда я брал. И вес, конечно, у него более тяжелый. Но сейчас подписчики стали высылать донаты на то, чтобы я купил себе новый ледобур. И как наберется хотя бы 2500, я обязательно куплю. Я не знаю, может с длинным шнеком покупать, потому что сейчас тоже спрашивают, если какой лучше, и советуют брать с длинным шнеком. Но он тоже, наверное, чуть-чуть тяжеловато будет, но не знаю, попробуем. Так и так надо уже покупать, потому что на этот ледобур ножей нету. И все. Нож закончится у меня уже, ледобур бесхозным будет, только выкидывать. И делать ничего не смогу. И решил на новый сезон уже брать новый ледобур. Наверное, буду брать. Вот так вот. Ну, он тоже прослужил мне сколько лет я с ним хожу. Нормально. Диаметр 120, наверное. Если буду брать по 80, мне хватит, чтобы яйцо ловить. И на Харюка очень редко хожу. Мало когда хожу. Ну вот половина пути, можно сказать, уже протоптали. Еще по лесу пройдем. Ох, сегодня тоже будет жарко, солнечный день. Видели? И по буранице даже, блин. Ё-мать. По буранице чуть в сторону отошел. Сразу проваливаешься. Считай, если... Штатив-то жопа. Если на буране все, чуть в сторону отъехал, провалишься. Невозможно вообще. Пока такого наста крепкого нету. Наст не держит. Без бурана. Вот так. Что-то еще падает у меня. Весенних птиц пока ничего, никого не видел. Пока нету. Не знаю, когда прилетят. Но не скоро уже все. Скворцы в первую очередь увидят. Галки эти, черные вороны тоже. Не знаю, какая рыбалка будет. Не знаю, что я буду снимать, как я буду снимать. Если всю рыбалку заснять, там, блин, длинное видео у меня получается. Не знаю, посмотрим на речке. На речку выйдем, там посмотрим-ка. Ох, денек. Ни одного облака. Вот по горизонту вот смотришь, вон. Ни одного облака. Ни грамульки. Нигде. Только вот там этот, луна. Луна. Все. Все ярко, солнечный день сегодня. И сосны вон такие под сад. Через десяток лет здесь уже вообще такой лес будет. Не надо сажать ничего. Сама где хочет вырастает. Природа сама сажает. Уже на подходе. Не знаю, сколько там времени ушло у меня. Но быстро прошагали. Быстро. У нас хорошие. Тут какие-то птицы. Вон они. Ну это... А, клесты, вон они, красавцы. Но... Так, где они? Так. Подожди. Потерял.
Что-то тоже ищут. Два клеста. Пара походу. Красный и серый там еще один. Одна. Самка серая, а самец красный такой. Красивые. Зимние птицы тут. Вон они, вон. Вот это уже клёст. Опять куда-то улетела. О, как красивый. Или как? Что-то там траву едят, кушают. Ладно, хорошо, заснял я их на фотографии тоже. Вот не до рыбалки как-то видеокамеру возьму и все хочется поснимать, что-то показать всем. Блокпоста еще нету, должны привезти были будку, но пока нету. Так, вчера тоже вот тут рыбачили, где я пробовал рыбачить, нифига не поймал прошлую рыбалку. Вчера здесь тоже отлично порыбачил. Знакомый поймал даже хорошего большого щига. Один попался и яйцо немерено. И там еще выше 2 рыбака сидели. В общем, здесь 3 рыбака рыбачили вчера. Вчера, в принципе, тоже такая погода была. Вот устье озера, он как. Вода тоже сейчас уже скоро кряку будут сюда прилетать, садиться. Вот так вот. Вчера погода, в принципе, также была безоблачно. Ну, чуть-чуть облака были, но мало. Опять вышли на речку. Хороший уже можно ходить. Держи. Ну, вообще уже еще день второй и снега не будет на льду. Никого пока не видать. Если придут рыбаки, может по речке придут или еще где. С китовкой тут. Так, ладно, сейчас я на свое место пойду. Я 2 дня уже рыбачил. Интересно, там мои лунки как замерзли или нет. Так, здесь у меня жерлицы стояли. Первая, вторая жерлица. И сегодня, думаю, я тоже буду жерлицы ставить. Много советуют жерлиц ставить во время рыбалки. Так. Все, лунки на месте 3 и 4. Никто сюда, на это место никто не приходил. В общем, устанавливаем все, как обычно, будем рыбачить. Первая поклевка. Ага. Не крупная, но тоже рыба. На доночную снасть взял. Так. Ребят, пока у меня все ужасно. Клёва вообще нету. Поменял место. Вот я сижу на новом месте.
сделал 3 лунки. 2 для удочек и 1 прикормка. Одну удочку принес. И вторую удочку еще. Если клюнет, буду сюда переходить. А начинал он оттуда. Там одно ельца поймали. Сразу поставили жерлицу. Вон там он стоит. Жерлица одна. И вообще ни одной поклевки. Ни одной поклевки. И здесь, там в лесу где-то, я слышу черный ворон, ну черный ворон, эти галки. 7 апреля. Первые весенние птицы, это у нас они не зимуют. И уже весной первые, кто прилетает к нам. Пока ни одного рыбака не проходило, никто не поднимался, не спускался. Все, еще я один на льду. Жду, когда очередной елец поймаем. Пока нифига не клюет. Я не знаю почему, ребят. Ждем. Будем ждать. Может еще удастся кого-нибудь поймать. А если нет, так все. Значит, такая рыбалка у нас сегодня. Может и тоже погода какая-то. И ветер с восточной стороны, как я понял. С восточной немножко так порывы. 2-3 метра в секунду только. Ладно, посидим здесь на новом месте. Подождем. Рыбалка пошла. Ребят, я поймал 2 штуки. У меня выключенная камера была. 2 ельца. Не мелкие тоже. И сейчас уже буду снимать. Не знаю, это 2 штуки только было или же косяк. Поглядим. Поклевка. О, блин. Поклевка была. Так. Все, значит, буду вещи перетаскивать. Переход сделаю. В общем, тут стоит у меня две удочки. И там еще 1,20 м. Вот этих удочек 1,20 м, где-то пониже. Еще одну лунку сделал. Просверлил. И как только вот просверлишь, буквально за некоторое время поклевки. И все, перестает. На камеру заснять вообще поклевки не удается. Там у меня уже 3 рыбы, вон, 3 ельца. И все поймал я когда камера выключена. Рыба стоит, но не хочет брать, ребят. Вообще не хочет. Что-то вот, если новое появится, там он просверлил буквально за некоторое время, сразу вот поклевки были. Я начал поднимать там, я чувствовал его, как сопротивлялся, но выплюнуло сразу. И все, сорвался рыба. А эти удочки уже вообще, сколько уже сижу, минут 30 уже верняк, 100% уже сижу и ни одной поклевки. И вот решил я еще одну лунку просверлить. Фиг знает, что происходит, почему рыба не берет. Восточный ветер, яркое солнце. Может, ветер на поклевку влияет. Я не знаю, что думать. Что-то пока сегодня рыбалка у нас не получается. Дергай, не дергай, бесполезно. Может, днем будет клевать, или вечером. Но с утра уже солнце уже высоко, но нет. Что-то не то. Что-то клюет сегодня, ребят. Дальняя удочка сегодня работает. От прикормки удочка подальше. Сейчас вот перед
тем, как включить камеру, тоже там поклевки были у меня. Опа, есть. О, видели какой? И я не знаю почему, все время клюет. Вот прикормки 1,5 метра подальше от лунку сделал. Ой, хороший елец. Что у нас? Работает пока эта лунка от прикормки где-то 1,5 метра, почти 2 метра ниже по течению. Работает эта лунка. Эти два удочки вообще сейчас молчат. На данный момент я поймал, вот сейчас покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук ельцов. Не очень крупные. Крупные только вот этот елец крупный и еще он тот дальний. Это уже средние ельцы. Так, короче, я еще добавлю здесь вторую лунку, сделаю параллельно и установлю палатку. Здесь буду сидеть, а эти две лунки не работают, бесполезно на него смотреть. Так, все, устанавливаем вторую удочку вот ближе к этому. Ну что, я, ребята, уже в палатке. Установил палатку, посидел где-то уже полчаса. И за эти полчаса были две поклевки. Сперва на одну удочку, потом на другую. И ни одной рыбы я не поймал. Не успел я почекать, или как правильно. Сижу как в бане. В палатке тепло, очень тепло. Одет по-зимнему и хоть раздевайся. Без палатки там, когда на улице сидел, где солнце, оттуда же и ветер. И установить там, ну, полностью палатку, когда еще не устанавливал, от ветра я прячусь, и в то же время солнце за палаткой получается. А оттуда с северной стороны тоже холод идет. И надо было уже давно установить палатку и сидеть. Решил попить чай. Подготовился сегодня, с вчерашнего вечера в задумках у меня было посидеть хоть до обеда. Думал, до обеда посижу, там с удовольствием порыбачу, там не по-быстрому, а ну, подольше, в общем. Жую вот такой пряник. Это зебра, или я не знаю, как зебра, наверное, называется. Сломал, вот смотрите, какая. Там слои шоколадные с обычным пряником, наверное. Чай попил. Чай попил, наверное, и сегодня вот такая рыбалка. Не клюет еще. Не клюет. После того, как попью чай, наверное, буду собираться и пойдем домой. Рыбаки так и не появились. Никто сегодня. Но сегодня праздник. Праздничный день и рыбалка вот такая. В празднике, видимо, надо сидеть дома. Печь шанги и в общем, быть дома надо. Не только нельзя работать, но и, смотрю, на рыбалку тоже бесполезно ходить в праздничные дни. В общем, допиваю чай, еще посижу полчаса. Если поклевки не будет, не буду снимать. Если будет поклевки, буду снимать, показывать. Сидим полчаса. А, вот она поклевка-то. Вот она, вот. Есть. Вот и поклевка.
Ну не крупный еле попался. Не крупный. Еле-еле берет. Кое-как. Еще говорили, сейчас рыбалка 2 апреля была, и я выложил видео, и комментарии пошли, что кошка не нарадуется, всегда сытая. Я, ребят, кошку не держу. У меня 2 собаки, кошки нету. Раньше держали тоже, но что-то перестали, в общем, держать их. Я люблю сиамские кошки, а сиамских что-то и нету. Вроде в Нижере, не знаю, сколько там есть или нету. А я предпоследние 2 была у меня самка сиамская кошка, тоже очень хорошо работала, мышей ловила, вообще активная кошка была. Это на Ангельца отпущу. Маленький, наверное, это получается. Можно, конечно, и собакам, тоже для них фосфор тоже нужен. Царапина. Крылышки. Короче, отпускаю, ребят. Слушайте. Сейчас. Не попал в лунку. О. Опа. Иди. Гуляй вообще. Все, ушла. Пускай бегает. Может, на сегодня это последняя рыба и была. Потому что 2 подхода было поклевки, 2 поклевки. Может, она и там крутилась. Рыбалка сегодня, ребят, не удалась у меня. Маленько жарко и набралось, а так, чтобы более крупные яйцы сегодня не ловятся. И восточный ветер. Юго-восточный даже. Юго-восточный. Не чисто восточный, а юго-восточный. Надо все равно ветер следить. О, опять поклевка. Неожиданно. Так, поклевочка пошла. Если западный ветер, конечно, намного активнее рыба берет, когда западный ветер. О, поклевки сейчас еще пошли. Опять ударчик. Мормышку дергает, а на обычный крючок тишина. Доночная снасть у меня крючок как-то, я не знаю почему, упала, пропала, куда-то исчезла. И не стал уже новый крючок ставить. У меня запасная удочка была там с обычным крючком. Только играет и все. А когда она активная рыба, он сразу подходит, там, берет и даже и поклевок нету. Сразу кивок вниз спускается и поднимаешь, там уже рыба сидит. Блин, чуть-чуть не улетели. По телефону болтал. Ветер так резко задул там, блин. Задул. У меня там штатив был прикреплен. Наладка штативом держу. Дернуло так все. Ветер поднимается. В общем, поклевки есть. Холостые.
дергает и уходит рыба. Полгия тоже. Думаю, надо закругляться. Все, ребят, рыбалку закончил. Еще одна удочка, вон, смотрите. Тоже пустая. Она уже ил, столько ила уже. На леске стоит. Но ил идет. Мусор, в общем. Так закреплял. Мои штатив закреплял. Палатка вон как задувает. Так. Да. Юго-восточный ветер. Ослепляющее яркое солнце. И ветер поднялся. Ну да. Все, собираемся и может быть еще спущу камеру, поснимаю еще камерой, может, побалуюсь. Экшн камера у меня с собой еще. Хотел поснимать подо льдом. Ну, вон, видите, камера у меня бокс-то этот не герметичный, обычный бокс. А второй бокс я дома забыл. Как-то я и не подумал об этом. Этот-то уже везде дырявый. Я экспериментировал сколько с этой камерой. Блин, жалко. Жалко, хотел спустить там лунки, прочищал там уже. Все подготовил, и штатив у меня тут лежит. Самодельный, деревянный. Короче, палатку я уже убрал. Все, убираю потихоньку, собираюсь. Все, сейчас уже. Если не удалось заснять подо льдом, ну, другой раз, что потом. Сегодня светлая, ясная, яркая погода, солнечная. Я думаю, посветлее там буду спускать там потихоньку, не спеша. По верхнюю глубину посмотреть, ниже. Ну, что поделаешь. Бокс я забыл, это другой вариант. Везде открыто все. Ну что, потопали. Еще надо жерлицу взять. Жерлица не сработала. Ну да, или щуки нету, или что-то делаю не так. Я в этом деле новичок с жерлицами. Обычно там осенью рыбачим на дон, там всякие на живца. Тут наше самое уловистое место. 2 дня рыбачили отлично. Клев здесь был. А там сейчас вот повыше рыбачил. Ну, чуток поймали, 8 штук. Что поделаешь, больше не получается. Так. Вот наша жерлица. Все, убираем, короче. Убираем. В следующий раз что-нибудь, да, может, и удастся поймать. О, блин. Хотел по речке спуститься. Ну, что-то я передумал. Следы сейчас вот по насту пришли, а сейчас уже чуть-чуть подтаяло. И продувает сильно, если по речке идти, я думаю, лучше через тайгу, через этот стену леса, там дорога. О, смотрите, как, не знаю, слышно, нет под камеру, как гудит все. Сильный ветер. Это нормально. Весна. Конечно, надо сейчас морозы, чтобы ударили. Резко. Градусов на 20. Минусовая, чтобы была, чтобы хороший наст получился. Надо нам к шалашу съездить. К шалашу надо шалаш доделать. Весна приближается, весенняя охота. А сейчас на буране до туда не доехать. Если прицепом там доски надо отвезти. Все это дело. Следы буранница моя. Так. Ну да, лучше, наверное, здесь пройду. Здесь хорошо держит тоже наст.
Она речка уже там подтаивает, вон чернеет, лед чернеет. Каждым часом все темнее и темнее. Ну, снега вообще практически не осталось на льду. Как снег все растает, там лед синий станет. Вообще классно будет. И там, я смотрю, рыбачили вон прямо на середине реки. Светло ослепляет. Середине реки что-то. Следующую рыбалку на место опять поменяю. На другом месте. Может где-то здесь на повороте попробовать. Главное, чтобы слишком большое течение не было. Потому что мормышку течение уносит. Вообще беда, ветер такой. Вообще жуткий ветер. Солнечные очки, блин. Так светло на улице. Все, рыбалка закончилась на сегодня. Хватит. 8 штук. 8 штук рыбы. Ну и на жерлице еще одна штука. 9 штук поймали. И еще 10-го я еще отпустил. Получается, за утро, ну, за сегодняшняя рыбалка 10 штук. 10 штук, которые я в руках держал. Средних размеров, крупные, такие крупные сегодня не попадались. Конечно, если я на Буране сегодня приехал, за это время рыбалки я еще, конечно, успел по насту обратно возвратиться. Еще не успел расстоять. Но если на Буране, вот скажем, на Буране, если едешь и, ну, вот снег сырой становится, и если вот такой комочек сделаешь, ну, на руках, в руку возьмешь снег, и комочек получается, значит уже набивать будет под гусеницы. Гусеницы там в катки все это набивает. Это первый признак того, что снег сырой. Обычно берешь так, ну, в руки снег, и комок не получается, рассыпчатое получается, но быстро комок разваливается. Если ты плотно уплотняется комок, ну вот снежки, когда вот играешь, такие, вот такая погода, в детстве вот много снежки играли, и это уже все беда для буранистов, когда набивает. Так, а тут тоже куда-то лыжня идет. Или к озеру тому. Но это в другой раз как-нибудь. Но уже если, может быть, уже зарастает. Или дальше там еще заезд такой. Не помню уже, где я заезжал. На УАЗике можно до самого озера доехать. На Нивах, на УАЗиках. Или там чуть дальше. Не помню уже. Каждый год зарастает, блин, меняется все. Так. Ну все, ребят, на этом буду заканчивать. Скоро уже пилорама, а там вдвойне больше ветер попадает, там пустое поле. И снимать там звук. Со звуком тоже. О, как все. Сейчас уже, думаю, все гудит у меня в камере. Оставляю все вещи, ящик, ледобор и палатку. Я, короче, где-то уронил свой железный штатив, стойку. Блин. У меня там, где вот ремень палатки. Там, короче, я не закрепил ничего. И я не знаю, куда оно могло упасть. Не понял, далековато. Но где-то рядом. Ладно, пойду я где-то найдем.
Где-то фотографии делал, может там и уронила. Что-то я не понял вообще. Там в начале горку, что ли, мы уронили. Не видать. Не видать. Вот, блин. Возле речки, наверное, где-то там упала, что ли, она у меня. Нормально, блин. Как же так? Исчез, блин. Уже до речки дошел. Вообще не понял. Куда он пропал-то, блин? Вот это да. На самом возле речки упала. Вон он. Обратно пришлось пойти, блин. Половина пути. Блин. Как он упал-то здесь? Так вот. Хоть вовремя заметили, наполовину пути. Здесь я поднимался. И как-то, наверное, снимал, может, я и не заметил. Он скользкий, блин. За этим было, как сказать, за спиной, между спиной и палаткой там, где ремень. Ай, блин, долго объяснять. Ладно, нашли. Вовремя хоть заметил, блин. Спотел, пока бежал сюда. Вот так. Марш-бросок небольшой получился. Так. Ну все. Пришли. Короче, покажу. Вот, объяснить толком не смог. И вот так у меня было. О, вот так. Вон. Так я ставил, чтобы руки свободные были. О, и между спиной и палаткой. И как-то вот наклонялся, видимо, я, и он соскользнул и упал. Вовремя заметили, пришли бы домой, а штатива нету. Ерундовая вещь, но пригодится там, блин, помогает снимать там мне. Вот так. Пришлось, блин, вообще до речки еще сходить. Половина пути. Все, ребят, больше снимать не буду. Всем пока.